В эфире Абхазского телевидения информационный выпуск Амшек Шара. Здравствуйте. Сегодня в выпуске. Взрыв на территории ГТРК. Сработало самодельное взрывное устройство. На законных основаниях рейд сотрудников миграционной службы. Модернизация электрооборудования. Госкомпания «Черноморэнерго» ремонтирует 2 подстанции в Гагре. Начнем выпуск с чрезвычайного происшествия, произошедшего в понедельник утром на территории АГТРК. Сегодня примерно в 7 часов 10 минут на территории Абхазского телевидения сработало взрывное устройство неустановленного образца. В результате погиб человек. Около 7 часов 10 минут по местному времени сотрудники Государственной службы охраны, охраняющие территорию Абхазского телевидения, после подрыва обнаружили тело мужчины недалеко от ограды со стороны запасного входа. Неизвестный подорвался на территории Абхазского телевидения, приведя в действие бомбу с поражающими элементами. Незамедлительно на место происшествия выехали руководители МВД, службы госбезопасности и Генеральной прокуратуры. Подорвался человек, мужчина лет 35-40. Визуальный осмотр, уже больше часа работают специалисты, уже видно, что это террорист, который имел при себе бомбу, начиненную поражающими элементами. И то осмотр, что мы сейчас специалисты проводим, видно, что он был не один. Он был не один. Я, воспользуясь моментом, хочу обратиться к нашему населению, особенно к жителям города Сухум, быть очень бдительным. Если вы видите, что где-то посторонние предметы не умеете, обязательно сообщать в правоохранительные структуры. Я обращаюсь к нашим учебным заведениям, там, где очень большое скопление людей, университеты, институты наши. Везде надо быть очень бдительным. Рынок. Я еще раз хочу обратиться к населению. Будьте внимательны и бдительны. Мы сейчас будем проводить очень серьезные оперативные мероприятия. Помощь ваша нам необходима. Не надо сеять панику, но быть внимательным необходимо нам всем. Преступник был одет в спортивный костюм темного цвета. Рядом с телом обнаружены предметы, похожие на телефон и фотоаппарат. По предварительным данным, взрывное устройство он планировал привести в действие позже, но не сумел справиться с бомбой, и взрыв произошел раньше назначенного времени. Рабочий день для большинства сотрудников телерадиокомпании начинается с 8 утра. Вход на территорию АГТРК возможен с центральных ворот и запасного входа. И именно отсюда сотрудники АГТРК частенько попадают на работу. Лишь по счастливой случайности к моменту взрыва никого не оказалось рядом. Тело неизвестного мужчины было обнаружено здесь, рядом с тропинкой, которая ведет к зданию телевидения. Он сел именно на эту лавочку, по всей видимости, чтобы настроить взрывное устройство. Здесь оно и сработало. В настоящее время правоохранительные органы рассматривают несколько версий произошедшего. Личность погибшего устанавливается. По факту взрыва на территории АГТРК прокуратурой города Сухум возбуждено уголовное дело по 2 статьям Уголовного кодекса Республики Абхазия. 198-й терроризм и 217-й незаконное хранение, перевозка и ношение взрывных устройств. Сима Аргуна, Самургошба, Беслан Джинджолия, Абхазское телевидение. Президент Рауль Хаджиба провел экстренное совещание по факту взрыва с руководством силовых структур Абхазии. Глава государства поручил правоохранительным органам провести необходимые оперативно-следственные мероприятия по установлению личности погибшего, его возможных сообщников и организаторов происшествия. Президент также поручил усилить охрану важных объектов жизнеобеспечения и мест скопления людей. Мощность самодельного взрывного устройства с поражающими элементами позволяет предполагать, что целью террориста было не конкретное здание, а гибель людей. Такую версию высказал секретарь Совета безопасности Абхазии Мухаммед Килба в интервью Абхазскому телевидению. Взрывное устройство, скорее всего, оно предварительно, по данным наших органов, оно направлено против человека, то есть тот объем в тротиловом эквиваленте он не позволяет предполагать, что оно было назначено для разрушения или объекта, или нанесения определенного ущерба объектам. Скорее всего, и сама начинка, она дает делать выводы, что это было направлено против людей. Есть очень много материалов, которые были изъяты на месте этого преступления, которые дают именно оптимистический повод, что первое – это
И то, что необходимо, личность данного человека с высокой степени точностью, оно будет установлено, надеюсь, есть для этого все возможности. И я думаю, что из того, что там изъято из технических и других средств на месте этого происшествия или преступления, позволяют предполагать и надеяться, что с большой долей вероятности будет установлено, откуда, где и определенные связи этого человека. Как стало известно позже, правоохранительными органами установлена личность человека, погибшего при взрыве на территории АГТРК. Но его имя в интересах следствия не разглашается. Секретарь Совета безопасности Абхазии Мухаммед Килба немного приоткрыл для журналистов завесу тайны. По его словам, погибший не является гражданином Абхазии. Сегодня проведена огромная, колоссальная работа нашими правоохранительными структурами. Скажем так, что они все возможное из того, что там было, что было на месте происшествия было изъято, все это было использовано по максимуму и получили достаточно серьезные результаты. Сегодня что можно озвучить и говорить, что пока по предварительным данным этот человек, который подорвался, его личность установлена, пока по данным наших органов он один. Я думаю, что в ближайшие дни мы получим исчерпывающие ответы на многие вопросы. Я пока единственное, что могу сказать и подчеркнуть, что это не гражданин Республики Абхазия, предположительно, скажем, гражданин Российской Федерации. Пока так. Наберемся терпения. Я думаю, что последствия они будут иметь достаточно положительные для расследования, скажем так, качественного расследования данного уголовного дела. Произошедший на территории АГТРК теракт направлен на подрыв устоев нашего государства. Об этом говорится в распространенном сегодня заявлении Республиканской общественной организации «Апсадгил». Организация «Апсадгил» считает, что все причастные к этому взрыву должны понести наказание. В то же время, как отмечается в заявлении, не надо делать преждевременных выводов. Нужно дождаться результатов расследования преступления правоохранительными органами. К другим новостям. Президент Абхазии Рауль Хаджимба поздравил Антонио Гутерреша с назначением на пост генерального секретаря Организации Объединенных Наций. Абхазский народ, большой ценой добившийся свободы и независимости, заинтересован в установлении справедливого миропорядка, в котором голос каждого был бы услышан и принят во внимание, отмечает в частности в своем поздравлении Рауль Хаджимба. Вместе с тем президент с сожалением подчеркивает, что политика изоляции Абхазии от внешнего мира, преследуемая Грузией и ее союзниками, не только ведет к массовым нарушениям прав наших граждан, но и негативно сказывается на перспективах нормализации межгосударственных отношений в регионе Закавказья. Мы очень рассчитываем на то, что представителям Республики Абхазия, государства, признанного странами-членами ООН, будет предоставлена международная трибуна для выражения мнения по вопросам, непосредственно затрагивающим интересы нашего многонационального народа, говорится в поздравлении Рауля Хаджимба. Ранним утром наряд сотрудников миграционной службы выехал на центральный рынок столицы. Какое количество гастарбайтеров живет и работает сегодня в Абхазии на законных основаниях? И какова реальная ситуация с нелегальным пребыванием граждан других стран в нашей стране? Таковы основные цели подобных рейдов. Подробности в материале Ренаты Шакая. Как и по всей республике, в столице очень много трудовых мигрантов. Работают они в основном в сфере строительства. После проверки документов задержанные на центральном рынке гости столицы были отпущены. Документы практически у всех мигрантов были в порядке. Некоторых попросили задержаться в миграционной службе для выяснения законности их пребывания на территории Абхазии. Сегодня мы выявили 12 иностранных граждан без визы и без разрешения на работу. Привезли сюда 30 человек, но из них 18 просто с собой не имели документы, а по факту они имели все необходимое. Такие рейды мы очень часто начали устраивать, потому что, как вам известно, с 1 апреля закон вступил в силу о правом положении иностранных граждан и лиц без гражданства. Соответственно, следим за тем, чтобы иностранные граждане помимо разрешения на работу имел визу. Это очень важно, чтобы они соблюдали правила пребывания на территории Республики Абхазия. С
1 апреля этого года вступили в силу законы о правовом положении иностранных граждан в Республике Абхазия и о порядке въезда в Абхазию и выезда из Абхазии, в соответствии с которыми вводится визовый режим, порядок получения иностранными гражданами разрешения на пребывание, временное проживание, получение вида на жительство, трудовую, предпринимательскую и иную работу в Абхазии регулируется законом о правовом положении иностранных граждан в Республике Абхазия. Что касается закона о порядке въезда и выезда из Абхазии, то речь идет о контроле миграционных процессов. Это и есть главная цель введения визового режима со странами, не признавшими независимость нашей страны. 95 протоколов было составлено за этот год. То есть в основном это те, кто не имеет визу и разрешение на работу. То есть это граждане самые незаконопослушные, это граждане Молдовы и граждане Армении. Выдворяем, то есть ВИЧ-инфицированных и те, кто болеют туберкулезом, их выдворяем за пределы Республики Абхазия. Если раньше представителям Средней Азии для работы в Абхазии нужны были только регистрация и медицинское освидетельствование, то теперь им необходимо получить еще и визы. Но, как утверждают сотрудники службы, проблема состоит в том, что на сегодняшний день на границе не фиксируется въезд и выезд иностранных граждан. Проблемы у нас связаны с тем, что граница не контролируется, не фиксируется, то есть и въезд, и выезд иностранных граждан. Поэтому точное количество иностранных граждан, находящихся на территории Республики Абхазия, мы знать не можем. Но мы за этот год, то есть за эти 9 месяцев, уже 10-й месяц, выдали, наверное, около 5450 разрешений на работу. То есть это огромное количество. Как сообщили в миграционной службе, подобные рейды будут проходить во всех городах и районах страны. Рената Шакаева, Сейда Гухава, Абхазское телевидение. По 2 сухумским избирательным округам пройдут повторные выборы депутатов парламента. Такое решение было принято на заседании Центральной избирательной комиссии в соответствии со статьей 37 Конституционного закона Республики Абхазия о выборах депутатов Народного собрания парламента Республики Абхазия. Таким образом, повторные выборы депутатов парламента по сухумским избирательным округам номер 1 и 2 пройдут 10 декабря. В Гагре специалисты госкомпании «Черноморэнерго» приступили к установке нового оборудования на 2 подстанциях. На днях в республику прибыла партия распределительных устройств в 6 киловольт, закупленные по комплексному плану содействия социально-экономическому развитию Абхазии. О ходе ремонтных работ расскажет Амра Амичева. Специалисты госкомпании «Черноморэнерго» ведут капитальные работы по модернизации сразу на 2 подстанциях – Гагра-2 и Гагра-3. Современное оборудование приобретено при российской финансовой помощи. На время проведения ремонтных работ по установке нового распределительного устройства на 6 киловольт подстанция Гагра-3 обесточена. Затем к распредустройству поэтапно будут подключаться силовой трансформатор, линейные выключатели на 110 киловольт. Кратковременные перебои в подаче электричества в эти дни в Гагре связаны с переключением отходящих кабелей на новое оборудование. Сейчас происходит монтаж вторичной коммутации высоковольтного оборудования, сборка цепей управления. После монтажа первичного оборудования обычно производится вторичное. Специалисты «Черноморэнерго» ждали необходимого оборудования 5 месяцев. Здесь все новое. Здесь стоит и фирменное сименовское оборудование, внутри стоит фирменное. Все автоматика, релейная защита, новейшее, цифровое, на высочайшем уровне. Вот эту часть, которую вы видите, это все уже в первую очередь к одному трансформатору 110-киловольтное оборудование. Все уже поменято, оно не введено, потому что мы сейчас поставим трансформатор, подключим, то потом, чтобы люди не обестачивались, потом выводим вторую очередь, переключаем сюда и вторую очередь. В эти моменты, конечно, какие-то обесточения будут, без этого никак нельзя. В этом помещении расположен мозг всей подстанции – щит главного управления. Современное оборудование фиксирует малейшие изменения в сети, указывает причину неисправности. Тем самым обеспечивается бесперебойная работа всей системы подстанции. Это все современные панели на микропроцессорной технике. Они будем говорить, их пока не очень много. Это будет, так сказать, постоянно внедряться. А старые будут убираться, которые уже выработали и свой ресурс. А здесь все современные, которые будут намного надежнее работать. И, будем говорить, они своего рода умные защиты. То есть многие вещи, они, так сказать, могут внутри себя перерабатывать много информации и, соответственно, вести себя
адекватно в тех или иных ситуациях. Всего по республике к концу года будут обновлены 6 больших подстанций, включая Гагру, в Бзыбе, Мюссере, Адзюбже, Синопе и Ачамчере. Параллельно в городах и селах районов ведутся работы и по ремонту небольших распределительных сетей. Амрамич Басайдайба, Абхазское телевидение. В этом году Рицинскому реликтовому национальному парку исполняется 20 лет. Этой дате посвящена открывшаяся сегодня в Гудауте международная научная конференция, в которой принимают участие известные ученые-экологи из России. Репортаж Инвера Арджения. Созданный по инициативе первого президента Абхазии Владислава Ардзена, Рицинский реликтовый национальный парк является уникальным уголком, где представлены древнейшие представители флоры и фауны Кавказа. Именно этим парк представляет большую научную ценность. Вот почему на юбилейную конференцию съехались ученые с мировым именем. На торжественном открытии выступила директор Рицинского парка Рита Лобова. Советник президента республики Владимир Зантарий зачитал приветствие главы государства участникам научного форума. Сотрудников Рицинского парка поздравили ученые с этой идеей Воронежа, Башкирии, Республики Крым, Санкт-Петербурга и других регионов России, а также представители научных кругов Абхазии. О сегодняшнем состоянии и перспективах развития Рицинского парка участникам конференции рассказала заместитель директора заповедника Инга Таня. В беседе с нами организаторы юбилейной конференции отметили значимость проводимого мероприятия. 40 представителей приехало, по-моему, из 8 где-то регионов России. Это самая большая делегация, вы видели, из Башкирии, была делегация с Крыма, Сочи, Санкт-Петербург, Москва, Воронеж, да. Мы периодически ездим тоже на конференции, нас приглашают, даже это не связано ни с какими-то такими датами, но мы везде участвуем. Вы поймите правильно, без таких научных конференций мы не сможем продвигать нашу экологию. Поэтому, что мы приурочили эту научную конференцию к нашему такому праздничному мероприятию, это для нас было очень и очень важно. Мы участвуем, в общем-то, в совместной работе Рицинского национального парка уже не первый год и приезжаем сюда в течение года много-много раз. Юбилей вообще проходит блестяще, организован очень замечательно, и свидетельство тому большое количество гостей. Это и признание того, что делается в республике, и это вообще-то настоящий праздник для республики в целом. У нас совместные исследования, у нас еще много-много общего, что мы должны делать, я думаю, не только здесь, но еще и в Кадорском ущелье. В ходе конференции состоялись рабочие заседания в секциях, где были заслушаны доклады по общим проблемам изучения и охраны природных экосистем, мониторингу природных экосистем и изучения биоразнообразия. Инвер Арджения, Адам Арджения, Абхазское телевидение. Несколько дней назад коммунальные службы столицы расчистили русло одной из безымянных рек Сухума. Во время обильных дождей речушка часто выходила из берегов и подтапливала близлежащие дома. Сегодня эта проблема решена. Репортаж Сарии Смыр. Казалось бы, маленькая безымянная речушка в центре Сухума не может нанести какого-либо вреда населению. Но во время сильных дождей гнилушка, так в народе называют эту речушку, часто дает о себе знать. Вот и в начале августа во время наводнения она вышла из берегов и затопила дворы близлежащих домов. Русло реки ни разу не очищалось за все послевоенное время. В результате здесь собралось большое количество мусора и грязи. Жители нескольких домов по улице Адыгейская множество раз обращались к местным властям с просьбой разрешить их проблему. И вот буквально на днях работы по очистке русла были проведены. Ситуация у нас была очень плохая. Все затопило. Все и в доме, и техника, и даже машина наша. Но сейчас, конечно, справили. Будем ждать, что будет в дальнейшем. За несколько дней речушка была полностью расчищена спецтехникой, русло увеличено вдвое. Радости местных жителей нет предела. Теперь, говорят они, мы можем спокойно спать и не переживать, что вода вновь хлынет во двор. Сария Смыр, Астамур Гожба, Абхазское телевидение. Вероятность того, что у жителей Псхё в скором времени появится новый навесной мост, существенно возросла. При помощи российских спасателей на место строительства были перевезены тросы. Об этом в материале пресс-службы МЧС Абхазии.
Демонтированная летом этого года канатная дорога в Ткварчале станет основой нового навесного моста через реку Бзыбь в высокогорном селе Псху. Стальные тросы, по которым когда-то по воздуху передвигались вагоны, были разрезаны на несколько частей. Чтобы доставить груз из Ткварчала на Псху, требовалась спецавиация. Вертолет Ми-8 МЧС России прибыл накануне в Абхазию, чтобы помочь нашим спасателям. Операция по доставке стального груза весом более чем 3 тонны на столь внушительное расстояние в Абхазии проводилась впервые. От Псху до Ткварчала около 100 километров. Груз доставили в 2 захода, так что туда-обратно налетали около 400 километров. По словам специалистов, свои коррективы в проведении операции внесли и неустойчивые погодные условия, особенно в горах. Более того, доставленные стальные тросы необходимо было при помощи вертолета уложить вдоль старого моста, чтобы в дальнейшем натянуть их с обоих берегов реки. Условия работы были не из легких. Необходимо было учитывать воздушные потоки, поднимающиеся из ущелья, а также наличие поблизости высоких деревьев. Однако все прошло благополучно и по намеченному плану. Руководство МЧС Абхазии особо отмечает высокий профессионализм и слаженную работу российского экипажа и выражает благодарность российским коллегам за оказанную помощь. Как говорят спасатели, тросы необходимо было доставить до наступления холодов и выпадения первого снега. В противном случае все было бы намного сложнее. Так что сейчас вероятность того, что у жителей Псху в скором времени появится новый навесной мост, существенно возросла. Сухумское муниципальное унитарное предприятие «Водоканал» сообщает, что в связи с проведением промывки главного канализационного коллектора по улице Лакоба во вторник, четверг и субботу будет прекращена подача питьевой воды с 10 часов утра до 20 часов вечера в центральной части города, старом поселке, районе Виема и Нагорной части. И в завершение выпуска о погоде. По сообщению гидрометеослужбы, завтра в Абхазии ожидается небольшая облачность, без осадков. Температура воздуха ночью плюс 10-12, днем плюс 17-19 градусов. Температура морской воды плюс 20 градусов. Информационный выпуск завершен. Я прощаюсь с вами. До встречи в эфире.